А какая она первая? Коммунистическая. А общечеловеческого толка. И в этом главное наше отличие от коммунистической. Только реализация такой идеи способна против других классов. Он поддерживал перманентную гражданскую активной пропагандистской работу. Независимость, восприятие, взаимозависимость. Нам предстоит включиться более активно в большую работу. Мы больше печемся о подъеме престижа государственного служащего. Даже в Конституции вписываем эту строку. Национального журнала литературного в Советском Союзе и в мире. А такие издания выходило не ставляют энергию на немедленное, декретное введение казахского языка во все сферы общественной жизни и деятельности для всех групп населения. Но очередной указ не заменит словарей и учебных пособий, которые почти перестали выходить. Общей дестабилизации, в частности оттоку специалистов, без которых экономика еще более впадает в кризис, и, следовательно, еще далее оттягивается возможность возрождения культуры и языка. Истинный патриот внедряться вместе с русским в те заповедные отрасли, где доступа ему раньше не было, и в те районы и области республики, где носителей казахского языка меньшинство. На смену декларативному двуязычию эпохи пролетарского интернационализма, когда казахский язык практически был вытеснен из государственного обихода, должно постепенно выработаться равноправие казахского и русского языков, что отвечает интересам казахского языка, который нуждается в помощи русского при освоении новых для себя сфер применения в науке, индустрии, медицине и других сферах. Я уверен, что нормы, предусмотренные в 8 параграфе основ конституционного строя, в последнем варианте, который нам был доступен, уже более учитывают русский язык, это соответствует закону о языках, принятому в 1989 году. Республика Казахстан обеспечивает свободное функционирование русского языка наравне с государственным языком. Гражданам гарантируется право пользоваться родным языком. Запрещается ограничение прав и свобод граждан по признаку невладения государственным языком. Такая подробная норматизация была вызвана необходимостью отреагировать на ретивость некоторых администраторов, которые начали издавать декреты об ускоренном в 1-2 года переходе на казахский язык почти всех министерств и отраслей государственного хозяйства республики. Норма основного закона будет способствовать оптимизации процесса осуществления закона о языках, рассчитанного не на годы, а на десятилетия. И нас бросает друг на друга, чем ее потеря. И в том и в другом случае процесс их характеризуется отсутствием или ослаблением государственной власти. Президент, парламент, все общественные объединения Казахстана должны постоянно помнить, что и у нас в республике имеются посылки и формула противоположности до единства, а не единства. Наши приоритеты во внешней политике, наряду с активным присутствием пленума, слова напоминающие, может обеспечить обществу свет и тепло при грамотной работе с соблюдением культуры безопасности. Но может, как мы уже, к сожалению, наблюдали в ряде республик, может вызвать реакцию катастрофического распада в обществе. Нас должны учить политические Чернобыли, Карабах, Молдавия, Грузия, Таджикистан. Повестка дня нынешней сессии дает основания для подобных опасений. Мы надеемся, что парламент проведет свои рабочие дискуссии в режиме культуры безопасности и найдет возможность соблюсти баланс интересов народа Казахстана, помня, что политика – это искусство компромисса.
Компромисса не может быть только с теми силами, которые по неведению или злому умыслу пытаются нарушить основы конституционного строя, ввергнуть страну в социальные и межнациональные раздоры. Но нарастает уверенность, что новая Конституция после доработки проекта может стать правовым фундаментом демократического Казахстана. Спасибо. Жизнь общества определяется политическими императивами. Вот, и определить эти главные доминанты и есть задача любой партии. Вот наша партия Народный конгресс Казахстана считает, что добиться мира и согласия можно в нашей республике в условиях большого политического, сложного состава нашего народа, вот, только если мы будем проповедовать, пропагандировать идею не пролетарского интернационализма, который все-таки приводит к конфронтации в обществе, а проблему общечеловеческого, гуманистического интернационализма. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Ясно. Олжас Самарович, такой вопрос. Ходят слухи, что вы, в общем-то, в будущем когда-то собираетесь выставить свою кандидатуру на пост президента Казахстана. Вы эти слухи подтверждаете или опровергаете? Я на первом съезде нашей партии сказал, что моя задача не борьба за власть. Я никогда не буду выставлять свою кандидатуру на пост президента, но для меня самое главное, чтобы в моем доме, в Республике Казахстан, был мир, благополучие, межнациональное согласие. Ради этого я отдаю все свое время, которое хотел бы посвятить своему любимому делу, прямому делу, где я чувствую себя просто настоящим хозяином литературы. Да. Спасибо.